Но они сказали, что им все очень понравилось. Организация понравилась, курирование понравилось, еда отличная. Ну вот они сделали, сказали, ну, может быть, небольшое есть пожелание, говорит, на будущее, да, то, что размещение было, ну, очень родственное. Да. Ну, там упомянули то, что туалет на весь этаж был. И то, что в общежитиях, чтобы не Да, понравилось. Ну, а потом они тут же сами себе ответили, сказали, что по-другому быть не могло просто, и это все терпимо, потому что, ну, они понимают, что разместить такое количество спортсменов было бы очень накладно, и тут просто гостиницы нет столько, чтобы так разместить. А так сказали, вообще открытие очень понравилось, впечатлило. Что еще? Ну вот на экскурсии они тогда не успели съездить в сокровищницу, то есть не сокровищницу, а царство вечных золотых. Но они хотели на следующий день побывать. Сказали, у вас очень богатая республика, сокровищница их очень впечатлила. Спросили, что можно привезти отсюда, какие деликатесы, ну, из продуктов. Ну, мне сложно, да? Как там тоже не ставили? Да, я вот только вернулся, да, оттуда. Ну, на самом деле, вот были два представителя, ну, будем так говорить, Минздрава Туркменистана, и они приехали сюда изучить наш опыт в части медицинского обеспечения. Потому что у них через год пройдут 5-е азиатские игры для взрослых. Была целая делегация таких наблюдателей, там и силовые структуры были, и Министерство туризма были, и транспорт, ну все как бы, да. Вот. Ну, единственное, мы, говорит, Минздрав, ну, ваш штаб, как бы нам отдельно прикрепил человека, может, выделил машину и полностью сделал программу, и с утра до вечера был с нами. И, говорит, медики, у нас тоже так же, мы своих никогда не бросаем. Поэтому огромная благодарность они объявили, вот Минздраву лично, нашему штабу за то, что вот так вот им все показали. Вот очень большое содействие оказала Квине Николаевна, потому что она, ну, как бы главный медик на этих соревнованиях, спортивный врач, и она им все полностью прямо рассказала, показала, объекты и так. Потом мы ходили во время соревнований, прямо непосредственно, значит, во время соревнований видели, смотрели, как работает медпункт, там как раз травмы всякие были, вот борьбу они смотрели, другие, там непосредственно с медиками флорингит был. Вот. Но тем не менее, значит, ей там оказали помощь, от госпитализации она отказалась, потом я договорился с медпунктом в детской городской больнице, где она проживала, каждый день ее курировали, ей с собой лекарства дали, ей с собой ингалятор дали, то есть медпункт ежедневно ее курируя. И, по-моему, она место какое-то заняла, да, еще успешно выступила. 3-е место заняла, да? Да, это Сивцева Ольга Юргудовна, провизор. Ревизор, да? Ревизор, да? Под кодовым книжкой ревизор. И фотографирует Министерство здравоохранения Миноева Ксения Семеновна. Санитарская больница №1, она как бы тут являлась основным членом связующим штаба нашего офиса штаба. И поэтому, вот, конечно, незаметную, но такую большую работу провела. Боец невидимого фронта. Юрий Васильевич. Спасибо. Петрович, начальник АХОВ. Анна Ивановна, врач-методист. Заместитель главного врача Афанасьевна, специалист медицинского колледжа. Екатерина Александровна, детский доктор Оксана Анатольевна. Григорьевич, руководитель травмоцентра.
Завадская Анна Николаевна, воспитатель республиканской Роза Дмитриевна, специалист отдела кадров САХА фармацевт.